течение 10 дней станут известны результаты лабораторных исследований, взятых с СЭС в Сухумском родильном доме и в детской больнице, смывов на наличие синегнойной инфекции. На данный момент нельзя с точностью сказать, есть в наших медучреждениях эта инфекция или нет, сказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева. Результаты будут первичные, ориентировочные, не ранее пятницы, окончательные результаты будут на следующей неделе. Это связано с методикой постановки анализа. Родильный дом постоянно проводит свой ведомственный контроль. Плановый контроль, согласно действующего законодательства Республики Абхазия, Госсаннадзор производится раз в год. Плановый, внеплановые, как по различным эпидпоказаниям могут производиться любое количество раз. Но производится ведомственный санитарный контроль. Сотрудники родильного дома отбирают смывы сами, отправляют в лабораторию, лаборатория их исследует, и информация передается как родильному дому, так и в санэпидслужбу. О синегнойной инфекции стало известно после того, как из родильного дома в детскую больницу были переведены двойняшки, у которых при посеве была выявлена синегнойная инфекция. Поступили они в детскую больницу на 10-й день после рождения. Сейчас малыши находятся в Сочи, куда они были направлены на следующий день. Их состояние удовлетворительное. Это первые дети с подтвержденным диагнозом. Никогда до этого таких случаев не было, говорят врачи. Но, как оказалось, в сочинской лаборатории анализ на синегнойную палочку не подтвердился. Признаться, мы не можем пока говорить о том, откуда произошло контактирование, было ли оно вообще, потому что в Сочи, допустим, этот диагноз не подтвердился. Поэтому сейчас будет, в Сочи там находится экспресс-метод, их не подтвердил, поэтому надо разбираться. Говоря о статистике детской смертности, главный педиатр страны Ада Абухба отметила, что в этом году цифра значительно выше. За 10 месяцев текущего года в Абхазии произошло 10 госпитальных и летальных исходов. Если говорить о статистике 2015 года, то всего за прошедший год 9 смертей, 9 смертей всего. Но в этом году цифра чуть выше. То, что касается неонатальной смертности, как уже озвучивали, это 10, плюс еще 7. Более взрослых детей. Это включая и, к сожалению, погибшие в ДТП, и дети, погибшие в детской больнице, и смерть на дому. Анатомические исследования, а иначе говоря, вскрытие способствует в том числе установлению точных причин гибели пациента, а также недопущению повторения смертельных случаев. Однако, сетуют врачи, родственники больных зачастую возражают против проведения подобных процедур из этических соображений. Летальный случай по действующему законодательству предлагается вскрытие для проведения патологоанатомического исследования, определения причины смерти. Оно может быть патологоанатомическим, может быть судебно-медицинским. Судебно-медицинские вскрытия, они чаще всего проводятся все-таки там в рамках проведения соответствующих судебных, прокурорских мероприятий. Даже в этом случае многие родственники отказываются, и мы не имеем права. Как отметили участники пресс-конференции, в педиатрии Абхазии существует очень много проблем. Это касается и специализированных транспортных средств для перевозки тяжелобольных детей, в том числе и новорожденных. Детская больница сегодня остро нуждается и в капитальном ремонте, и в специалистах, таких как анестезиолог, реаниматор и инфекционист. По мнению специалистов, для решения существующих проблем необходимы комплексные меры. Рената Шакая, Саида Гухова, Абхазское телевидение.